Эта картина первая бросается в глаза при входе в музей. Она основной экспонат выставки «Единение Ингушетии с Россией». Хранится в Краеведческом музее с 1975 года. Ее тогда в дар передал сам художник Анатолий Артемьев, основателю музея Тугану Мальсакову. Большое яркое полотно отображает одно из главных исторических событий для нашего народа. 17 марта 1770 года вблизи селения Ангушт старейшины ингушских тейпов подписали присягу на верность России. Вот здесь вот рядом с картиной вы видите еще один эскиз, первоначальный эскиз этой картины, которая семья художника подарила нам вот несколько лет назад, узнав, что вот эта картина его здесь у нас демонстрируется таким образом. И вот, как вы видите, на этой картине изображены люди не только там показано само подписание договора, но изображены люди в костюмах того времени. Поэтому эта картина имеет большое и эстетическое, и историческое, и, я бы сказала, еще и этнографическое значение. Выставка, приуроченная 253-й годовщине единения Ингушетии с Россией, Музея краеведения, охватывает немало значимых исторических событий, происходивших на территории нашей страны. И в каждом принимал участие наш народ. Верность присяге ингуши доказывали в период царской России, в русско-турецкой, японской, Первой мировой войнах. Большую роль наши соотечественники, рассказывает Зейнаб Зарахова, сыграли в становлении советской власти в стране. Во время гражданской войны Ингушетия называлась Красная Ингушетия, потому что горная часть ее была занята красноармейцами, защищавшими советскую власть. Это был второй очаг советской власти на всей территории огромной Российской империи, кроме после Москвы. Через несколько десятилетий свою верность России ингушский народ показал на фронтах Великой Отечественной. Сегодня мужество, стойкость и смелость в защите рубежей страны наши солдаты показывают и в ходе специальной военной операции на Украине. Вхождение в состав России более 2,5 веков назад стало значимым историческим шагом для народа, отмечает экскурсовод. Сегодня, благодаря поддержке федерального центра, наш регион – динамично развивающийся край. Этот договор имеет огромное историческое значение и для защиты южных границ России, которая тогда была не так сильна на Кавказе, и для истории нашего ингушского народа, для его дальнейшего культурного, экономического развития, которое пошло вместе с российским народом, с российским государством, под его покровительством. И как вы знаете, сегодня мы достигли и культурного, и экономического развития достаточно высокого уровня. Судьбоносное решение по вхождению в состав России сделали жители Крыма в 2014 году, о чем рассказывает еще одна выставка, открытая в музее. 9 лет назад, 18 марта, Крым с городом Севастополем официально вошел в состав Российской Федерации. Это было исполнение желания крымского народа, который высказывал это и в многочисленных письмах, обращениях, и во время референдума. Поэтому волеизъявление народа, оно было осуществлено. Крым – это из давних пор, начиная с Крымской войны, в которой победила Россия, это часть России. Через эту выставку, отмечает Заритхан Плиева, посетители могут не только в деталях узнать еще об одном значимом событии для страны, но и об историческом и культурном прошлом Крыма. А оно весьма интересно. Это территория, которая является одной из носительниц древнейших культурных наследий, культурных слоев, начиная от Древней Греции, которая оставила там свой след, Османской империи и Российской империи. И все это культурное богатство является культурным наследием нашего российского народа. Обе выставки Музея краеведения продлятся до конца месяца. Узнать о двух значимых исторических событиях для нашей страны может каждый посетитель. Дана Плиева, Сулейман Костоев. Новости 24.